Спикер парламента Валерий Кварчи отметил важность доклада омбудсмена, напомнив, что Асида Шакрыл была избрана уполномоченным по правам человека в 2018 году и что на тот момент у нее не было надлежащих условий для полноценной работы. Не было ни помещений для офиса, штатов, финансового обеспечения, необходимого для успешной деятельности уполномоченного по правам человека. Все организационные вопросы были решены только во второй половине 2018 года. Эффективная работа началась уже с 2019 года. В конце февраля этого года, то есть 2020 года, в адрес Народного собрания поступил обширный и содержательный ежегодный доклад. В силу известных событий, в том числе введения чрезвычайного положения, до сих пор данный доклад не был заслушан на заседании сессии парламента. В докладе омбудсмена затрагивались статистика обращений в аппарат уполномоченного по правам человека, развитие Института уполномоченного по правам человека в Абхазии, проблемы взаимодействия с органами власти и должностными лицами, деятельность международных организаций в сфере прав человека в Абхазии, проблемы участия уполномоченного по правам человека в административном и конституционном судопроизводстве и другие темы. Отдельный раздел доклада посвящался вопросам содействия обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина. По видам нарушений очень коротко скажу, что самое большое количество обращений относится к гражданским правам. 61 обращение. Из них самое большое количество обращений относится к праву на получение документов, удостоверяющих личность. 18 и 16 человек обратились с нарушением права на справедливое и публичное судебное разбирательство, и 11 человек с нарушением права на гражданство. С нарушениями социальных прав обратилось 39 человек, из них самый большой процент по жилищным вопросам – 20 человек. С нарушением права на здравоохранение – 5 и на получение пенсии – 4 человека. С нарушениями личных прав обратилось 36 человек, из них 15 дел связаны с правом на свободу от пыток. Почти 10%, довольно высокий процент. 9 с нарушением на свободу передвижения. С нарушением права на эффективное средство правовой защиты 7 человек и с нарушением права на свободу от унижающего достоинства обращения 5 человек. Асида Шакрыл обратила внимание депутатов на то, что в числе серьезных нарушений прав человека в Абхазии факты пыток и жестокого обращения с заключенными, введение смертной казни за распространение наркотиков, запрет на аборты. Омбудсмен указала на отсутствие правового механизма предупреждения пыток и предложила проработать этот вопрос. Говоря о нарушениях личных прав, считаю важным начать с фактов применения пыток в правоохранительных органах. С сожалением констатируем, исходя из обращений в аппарат уполномоченного и появляющихся в СМИ и социальных медиа сообщениях о том, что в отношении лиц, содержащихся в местах содержания под стражей отбывания лишения свободы, представители органов внутренних дел применяли пытки и подвергали их жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению. Пытки происходили как в ВВС, так и в СИЗО, а также и в кабинетах Министерства внутренних дел. Кроме того, в докладе омбудсмена шла речь о гендерно мотивированных убийствах, неправомерном применении огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, фактах насилия по отношению к детям. Речь шла и о нарушениях прав человека, связанных с приобретением абхазского гражданства и обмена паспортов, о проблемах свободы передвижения граждан Республики Абхазия, проблемах правового положения грузинского населения в восточных районах Абхазии. Представитель президента в парламенте Саида Будба поблагодарила Шакрыл за глубокий и содержательный доклад. По поручению президента хотелось бы отметить, что вся информация, которая была предоставлена, озвучена в самом докладе по правам, уполномоченного по правам человека, будет тщательно проанализирована. Это в рамках реализации его конституционных полномочий, соблюдения обеспечения прав и свобод человека и гражданина, и в том числе полномочий, вытекающих из Конституционного закона о президенте. Все это будет тщательно проанализировано, и информация, и факты, и предложения.
и по результатам тщательного вот этого анализа будут даны соответствующие поручения. Уже предварительно можно сказать, потому что доклад был уже изучен, и президент проинформирован, что некоторые ссылки, которые в докладе даны на некоторые противоречащие законодательству, в частности, акты органов местного самоуправления, местных органов госуправления, о несоответствии Конституции, в рамках того, что это относится к полномочиям президента, об отмене либо приостановлении этих актов будут реализованы. Особое внимание было уделено проблемам обеспечения социальных гарантий граждан. По мнению Асиды Шакрыл, действующий закон об уполномоченном по правам человека требует доработки, внесения изменений. Омбудсмен выразила готовность к взаимодействию с депутатами парламента по этому вопросу. В итоге все 18 депутатов парламента, присутствовавшие на заседании, проголосовали за принятие к сведению доклада о деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2018-2019 годы. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение.